Я извиняюсь, что прерываю тему, потому что это вообще не относится, наверное, к основной теме. Это все-таки более такая творческая, модная тема, потому что это как бы этому я посвящаю свою жизнь, свое образование. Немножко о себе расскажу, первый раз просто немножко волнуюсь, потому что в такой аудитории, именно башкирской, именно родной, я выступаю первый раз. Всегда приходилось с нуля объяснять, что такое Башкортостан, что такое башкиры. Вы сами понимаете, к сожалению, мало народу об этом знает. И я как бы такой немножко ценитель традиций, наверное. Я тоже уехала из дома очень рано. С Русланом мы в одной гимназии в Уфе учились. Сама я Сибай. Кто есть Сибай? Машите мне. Данил, я тебя знаю. Да, вот. Так как я родилась в семье художника, именно башкирского пейзажа, именно всегда наша семья поддерживала башкирские танцы, башкирские пейзажи, и я не отделилась от этого. Я как бы с самого детства обращала внимание на одежду, на стиль, на наш именно орнамент, акценты нашего костюма. И как бы очень давно стараюсь это изучать самостоятельно. У меня как бы не было никакой помощи, потому что я потом уехала в Санкт-Петербург учиться, и начинать это было с нуля, потому что я по профессии я художник-декоратор, декоративно-прикладного искусства, где ценились традиции, я как бы старалась развивать именно башкирскую тему. И хотела бы немножко рассказать о каких-то своих изучениях, исследованиях, может быть, кому-то интересно, потому что я готова этим делиться, я готова сотрудничать. С самого первого курса я изучала сам башкирский костюм и посвящала, естественно, все свои работы башкирскому костюму. Но потом я начала углубляться, были исследования, именно можно мотать, там подвяться, как бы нету именно конкретной тематики презентации, это то, что я успела сделать буквально очень-очень поздно ночью, потому что поздно приезжаю. К сожалению, вот именно по итогам моих исследований башкирский костюм очень стал однообразным. Вы, наверное, согласитесь со мной, потому что куда бы мы ни приехали, вот даже в Питере я максимально танцевала, выступали мы с ансамблем, там есть ансамбль, наверное, вы знаете. И костюм очень однообразный стал, узнаваемый. Я именно хотела развить эту тему, что именно башкирский костюм на самом деле очень разнообразный. И многие этого не знают. И как бы я помимо того, что не только в Питере это изучала, но и старалась продвигать в Башкирии, где я живу, много об этом рассказывала, много выступала. Листай еще. Это вот у нас самые, видим, на фотографиях, это вот узнаваемые костюмы, которые, они красивые, безусловно, но мне вот именно внутренне хотелось бы, наверное, в будущем как-то развивать именно разносторонний башкирский костюм. Дальше. Ага, это у нас танцы. Давай дальше. Это у нас тоже вот классический башкирский костюм. И вот, наверное, это остановимся на моей первый такой проект дипломный. Я закончила бакалавр, потом магистратуру. Вот, и именно бакалаврский проект, чему он был посвящен, именно изучению, наверное, аксессуаров и немножко его трансформации. Я немножко меняла формы, исследовала состав, исследовала материал. И здесь как бы я не сильно отталкивалась от традиций, но какой-то вот близкий проект у меня получился, потому что это сразу, как вот Ильдар говорил, народу дай идею. Я даже себя не рекламировала и нигде никогда не выставляла, но каким-то образом об этом узнали в Башкирии. И до сих пор, вот я это вроде бы давно сделала, до сих пор люди мне
пишут, а вот у вас это осталось, а вот мы хотели это показать, это мы хотели, а вы успеете это сделать, мы вот хотели бы вам заказать. На самом деле, конечно, я немножко пытаюсь развиваться в другой, тоже параллельно есть работа, да, основная, но вот именно нашим Башкирии именно главное подать идеи, потому что это очень интересно, и об этом до сих пор пишут мне, это, конечно, очень приятно, хотя я вот как бы особо нигде это не рекламировала. Я даже, по-моему, с собой парочку взяла, чтобы показать. Нет. Ах ты, сил. Просто пущу по залу, потому что это тоже такая ручная работа, близко не покажешь. Может быть, будет интересно. Вот, дальше промотайте. Это вот поближе можно увидеть то, что я сделала. Первый справа это более такой близкий к традиционному, это шильдерек, вы все знаете. А левый это немножко трансформация формы, игра. Но это не все, что было сделано, к сожалению, на фотографиях, потому что съемки делались в процессе. Вот. Давай дальше. Вот, это наиболее сложный такой проект для меня. Я посвятила этой теме магистерскую диссертацию. Это было именно изучение праздничного костюма башкир и свадебного костюма башкир. До этого нигде не было изучено, именно по моим данным, не знаю, как это было, как это развито, но я пыталась найти какие-то контакты или исследования, хотя бы, информации практически нет, и мне это пришлось делать самой. Я искала фотографии, ездила по деревням, которые мне известны, узнавала самые шажаря, фотографии, какие-то рассказы. Но, к сожалению, очень мало информации, но так как у башкир все-таки существовала праздничная одежда, и я акцентировала здесь, можно промотать, там будет ближе видно, на башкирском орнаменте, который не сильно развит среди башкир, но он есть именно на северной части Башкирии. Я это в подробности вдаваться не буду, я хочу сказать, что просто для меня был такой сложный проект, именно на современный лад трансформировать башкирский орнамент и сделать его вот в такой более современный. Снаружи вроде бы кажется какой-то ближе к европейскому, французской моде, но если вдаваться в подробности, в каждом крое по длине, по цвету, по цветовой гамме, по форме, по силуэту, это все аргументировано было, потому что этому посвящено было исследование. Это все ручная работа, делала я. Вот. Наверное, я так буду потихонечку завершать. Я сейчас работаю художником-декоратором, мерчендайзером-декоратором, извиняюсь. Работаю в высокой моде, то есть с классом люкс. И я прихожу постепенно к такому выводу, что какие-то маленькие детали именно башкирской традиционных вещей, не обязательно это может быть какой-то большой пояс, какие-то серьги, чтобы это было видно издалека, а просто я даже призываю вас к тому, чтобы выглядеть немножко оригинальными. И это можно акцентировать на своих традициях, но это не будет громко как-то видно, потому что буквально даже по цветовой гамме как-то коснуться, это уже люди начинают спрашивать, откуда это, почему так, и это все всегда можно о себе рассказать, и не только о себе, а о Башкирии, в общем. И поэтому я даже вас к этому призываю, и о стиле можно будет потом поговорить, потому что это тоже отдельная тема, я готова, если будут какие-то к этому посвящены, я об этом тоже отдельно готова поговорить, потому что я занимаюсь стилистикой, в принципе, гардероба, составлением гардероба. И мужского тоже? Мужского тоже в последнее время.
начала. Ну, поэтому я буду завершаться, и, конечно, это не все, что я хотела сказать, но если будут вопросы... Отдельную встречу надо сказать. Ну, Потому что, мне кажется, про это можно долго. Да, это очень глубокая тема. И, у меня такой вопрос, а вот вы как-то продаете эти вещи? Я на самом деле... их как бы нигде нет? Я вот да. лично не слышала. Я с этим согласна, я просто в душе такой чистый художник, и как бы я делаю изделия, и я пробовала это продавать, но я поняла, какой это колоссальный труд продавать. Ну, то есть я делала это через интернет, естественно, и у меня времени уходило на продажи 50 на 50, но я понимаю, что я душевный художник, наверное, это мне нужна какая-то помощь, и просто делать что-то, создавать я за, а вот это немножко отдельная история, это все-таки маркетинг, продажа, реклама. А у тебя продукция осталась? Продукция на самом деле это не вся, потому что здесь далеко не все фотографии, которых я делаю, в основном аксессуары, и эти аксессуары ездят по Башкирии, уже в каких-то ансамблях они есть, и даже мои родители, моя мама конкретно, ездит по Башкирии, именно рассказывает про башкирские танцы, их, работает с детьми и их воспитанием. Это проводится платно, просто за символическую сумму, чтобы как-то окупать дорогу, костюмы, и они как бы об этом делятся прям по всей Башкирии проезжают. То есть на данном этапе они где-то в районе Туймазы, в той стороне ездят. Вот они занимаются так с маленькими детьми. И все мои практические изделия, естественно, с ними. И картины в том числе. Я художник и пишу и картины в том числе. Браслет сколько стоит? А? Браслет сколько стоит? Браслет? Ну, дешевый браслет. На самом деле я не человек, который завышает цены. Я буквально, сколько, какого материала? Вышитый, кожаный. Вообще, женские? Мужские я не делаю. Но готова. Да, потому что... Почему? Допустим, ремень какой-нибудь. Ну, согласна с этим. Как рисовать шапки? Много чего может быть. Современная рисовать. Я только декорировала мужской костюм, именно традиционный. А вот, чтобы делать аксессуары мужские, Кстати, не я бралась. советую то, что башкирские мужские костюмы тоже надо модернизировать немножко. Да, на самом деле это аргумент, потому что когда я защищала свой проект, и этот, и следующий, все время говорили, почему нет мужчин рядом, потому что здесь у меня, например, невеста, здесь не все было фотографии, опять же, это все делалось в процессе, по срокам было не так много, потому что я уже здесь жила, очно училась в Санкт-Петербурге. И вы представляете, как я каждый месяц несколько раз моталась на 2 города, и по срокам, чтобы успеть, у меня еще был головной убор, украшения, серьги, и всегда спрашивали, почему нет рядом мужчины. Но это как бы новый такой, наверное, для меня. Надо развивать еще. Я это почему говорю, потому что у нас сейчас начали, есть группа одна, они уже косички носят. Вот как там называется? Зама. Косички носят? Это... Они, то есть, вот сами носят себе изменения и вот косички лишь держат. Поэтому, может, вы им поможете там что-нибудь? Ну, да. Обращаются. Я тоже вопрос задавал. Не, надо какие-нибудь мужественные аксессуары, конечно. Я согласна. Просто как это поддерживаться было восприятие. Я сказал, что башкирский мужчина на косичках. У монголов, конечно. Ну вот, судя по почему-то по изучению истории, нет. Я, конечно, глубокий акцент делала на женском, но когда, то есть все наименования, которые даже многие забыты и сейчас не используются в названиях костюма, они как бы уже забыты, и на башкирском я даже уже не помню эти названия. И вот в башкирских, во всех даже наименованиях, описаниях и
на родном башкирском языке, ну и про косы тем более нет упоминаний. Почему-то они, видимо, брились, значит. Ну, вопросов больше нет, да? Все, спасибо вам большое.